Всем привет, добрый вечер. Начинается мой прямой эфир. Выхожу в прямые эфиры каждый вечер. У нас в Якутии вечер сейчас, 9:30. Так, тем, кто меня не знает, пока собирается народ, познакомимся. Так, меня зовут Туяра Жиркова. Всем привет, добрый вечер. Живу в Якутии, как я уже говорила, да, живу в Якутии, в Усть-Алданском районе, в сельской местности. Так, на сегодня поговорим об онкологии. Потому что, так сказать, мы употребляем, да, продукты, обучаясь в Академии Успех Вместе, употребляем вот эти продукты правильного питания, и люди получают ошеломительные результаты по здоровью, по доходу тоже, но сегодня мы поговорим именно о здоровье. Так, профилактирует около 700 заболеваний, так как это не БАД, не лекарство, это продукт правильного питания. А как мы все знаем, наше здоровье зависит от того, как мы едим, что мы едим, да. Это мы все знаем с детства, но к великому, к сожалению, не придерживаемся. Ну и в магазинах нету, денег не хватает, да, если хотим купить что-то правильное. Например, вот одна капсула, да, Elevate содержит 30 килограммов полезных овощей, фруктов, грибов, ягод, лечебных трав, да. Откуда мы найдем 30 килограммов каждый день, да, например. Куминовая кислота, мелатонин, откуда мы найдем каждый день, вот будем употреблять пищу. Это вообще фантастика для нас в Якутии, тем более, да. И у меня сегодня в гостях очень красивая женщина, она с города Улан-Удэ. У нее очень хорошие результаты по сегодняшней теме, по онкологии, и сейчас она сама все расскажет. Так. Ой. Ага, ой, вечер. Надежда Будаева. Так, ожидаем. Ой, добрый вечер. Надежда, здравствуйте еще раз. Всем здравствуйте в эфире. Очень благодарю за то, что согласились, приняли мое приглашение, да. Ага, я за вами слежу каждый день, за лентой, за вашей сторис, да, очень интересно. И вообще не скажешь, что у вас что-то было ужасное, страшное. Слава Богу, да? Да, не верю даже вот. Давайте по порядку, да? Вы мне предоставили же там это, Да. представили. Еще раз представлю, меня зовут Надежда Будаева. Мне скоро уже летом будет 54 года. Я мама двоих взрослых детей, дочери и сына. Внучка у меня 4 года. По профессии я медицинская сестра со стажем более 35 лет. В этом году 36 лет будет стажа. Как с 18 лет пошла работать, так и до сих пор работаю. И тут параллельно здесь в Академии Успех Вместе развиваюсь. Сегодняшнюю нашу тему я хочу начать со слов Гиппократа. Лечит болезни врач, но излечивает природа. Я свою историю так расскажу вкратце. В 2017 году я перенесла лечение по поводу онкологии молочной железы. 8 месяцев я была на больничном. Первый курс я прошла химиотерапии, потом легла на операцию удаления у меня молочной железы, правой молочной железы, вместе с ближайшими там лимфоузлами все.
И потом я приняла лучевую терапию. Ну и до этого, до 50 лет, конечно, там еще куча болячек разных заработала. И получается, о продукте я узнала, это я хочу акцентировать, и некоторые тоже ну, спрашивают, когда я начала применять продукт. Я про продукт узнала это уже после, как я вышла с больничного листа на работу. Тогда я искала выходы, думаю, так как у меня не было никакой энергии после такого вот этого лечения, да, я искала такие, ну, что-нибудь, что могут медики порекомендовать мне, чтобы как-то иммунитет, чтобы восстановить как-то, чтобы при каждом чихании я там не заражалась, да, и чтобы у меня энергии на весь день хватало, хотя бы до конца рабочего дня. Когда я поехала своему участковому как бы онкологу, говорю, и я говорю, не могу, я говорю, в обеденное время я уже сижу вообще без энергии, что мне делать, скажите, что мне пить, потому что я-то тоже у нас большой коллектив, я работаю в военном госпитале, поликлиническом отделении, и вот когда я тоже вышла, ну, там спрашиваю врачей, я говорю, что мне можно пить? Ну, они говорят, ну, ешь то, что хочешь, ешь. Ну, так тоже сильно аппетита ничего не было. Когда я своего онколога спросила, он говорит, общеукрепляющие. Ну, я дальше не стала, как медик, спрашивать, что такое общеукрепляющее, ну, какие витамины подразумевал, непонятно. Но тогда, когда я узнала от своего менеджера Алисы Андреевны Церемпиловой, все многие знают, да, врач-нутрициолог, она является еще моя троюродная сестра, мы с ней ровесницы. Она меня включила в чат в Вайбере. Сначала думаю, что за чат такой, у меня никогда никаких всяких сообществ, ничего не было в чате, тут что-то пишет. Она мне вообще не звонила, ничего, просто информацию кидала. Тогда это было 2017 год, декабрь, еще было мало результатов. Не то, что мы сейчас, да, каждый день слышим, видим новые новости, результаты. Тогда было вообще мало результатов. И вот когда в Вайбере там, ну, раз в 3 дня какой-нибудь новый результат появляется, что-то там, что-то там. Я вообще все время ждала, там вот этот у меня в Вайбере так, это, звук такой был, что ночью прозвучит. Сейчас мы ночью-то свои чаты не выполняем же, ну, даем людям спать, днем как бы информацию потихонечку там людям даем. А тогда уже где-нибудь что-нибудь, они информацию какую-нибудь свеженькую найдут, тут же они ночью там закидывали, я такая соскакиваю, смотрю, читаю, я так прямо думаю, ну что это такое, да? Ну, клеточное питание для нас, для медиков, это же тоже новое. Если вот ученый из Японии вот Нобелевскую премию получил за открытие, да, клеточного питания, это только 2016 год, совсем недавно же, да, было. Многие врачи, многие медики вообще даже не понимают. Я иногда общаюсь, у меня бывает на приеме тоже иногда какие-то моменты тоже мне приходят с разных воинских частей, допустим, там тоже медики приходят, я такая говорю, как вы относитесь к клеточному питанию? Они такие, ну, как-то недоуменно, да, но не все знают, врачи, не все тоже не понимают, что такое клеточное питание. Ну, я им тоже потихонечку начинаю объяснять, вот, что мы состоим из системы, система состоит из органов, органы состоят из клеток, из тканей, а ткани состоят из клеток. И вот это клеточное питание. Ну, они вроде бы там немножко там это. И вот я начала изучать прямо вообще-то, потому что я, видимо, искала информацию такую, да, как себе помочь. И я такой с жадностью начала вот все прямо заново, что такое пробиотики, что такое пребиотики, что такое энзимы, какие сенная палочка там, потом
Кордицепс я примерно слышала, что вот эти, которые лекарственные вот грибы, да, чага тоже, вот такие радиолы розовые, я тоже примерно, когда у меня было низкое давление, радиолу розовое тоже я применяла. А потом думаю, ну как это все в одной капсуле, вот тогда было в декабре 2017 году, только же было Elevate, капсула Только Elevate. ли? Ага, ага. И вот на Elevate и то такие результаты получали. Я думаю, ну как, все в одной капсуле, одну капсулу в день, пить воду в течение дня и такие результаты получать. Естественно, у меня появилась надежда, очень сильная надежда появилась. И я тогда сделала вывод, что этот продукт нужен не только мне, нужен моим детям, нужен маме моей, там у нее хронические столько заболевания, да. И я, ну, месяца два точно я изучала, а потом я уже начала заказывать уже сразу большими пакетами. Тогда уже появился Accelerate, и вот в настоящее время вот этот Elevate и Accelerate я потребляю уже 25 месяцев, и какие я результаты получила. Во-первых, в первый месяц я сразу результат получила, скинула 3 килограмма веса, но у меня ушло, получается, лишнее вот это, вода у меня ушла, пастозность. Многие женщины вот поймут, утром, когда умываешься, вот так все лицо это булькает. Я опять не подготовила. Как-нибудь мне надо фотографии сделать. У меня вообще было лицо такое пастозное, отечное, вот это веки висели, здесь как вот такая складочка есть, еще называют ее вдовья складка, да, какая-то вдовья морщинка, как называется. У меня все так было все птоз, такое все, и такое ощущение было такого тела, как будто вот так, ну так просто представьте, в шарик, да, налили водички, вот так подвешали, да, и все тело как будто на позвоночнике вот в таком состоянии было. И вот стало сразу много я мочиться, и мне пришлось в первые дни взять больничный лист, потому что вот у многих как бы с первого дня, да, может быть, у Яры, может, у вас, что энергия у вас сразу появилась, нет, от этого? Или вы Сразу. сразу, да? У меня сразу, А, ага. У меня без а, обострений. Все пошло в плюс. мне хотелось вообще спать от них. Почему-то у меня был обратный эффект. Просто некоторые бывают тоже такие у нас партнеры, только начинают уже употреблять, тоже говорят, почему я хочу спать. Вот это. А она действительно налаживает нервную систему, да, и мозг наш это все хочет расслабляться. Мы же все время в каком-то таком все состоянии сжатия, да, все состояние там, стресса, все вот это, какие-то мысли, все. А здесь потихонечку нервная система как бы успокаивается, и поэтому вот так мышцы расслабляются, и охота было спать. Я взяла больничные 2 недели, и я тупо отсыпалась, вообще отсыпалась. Через 2 недели выхожу на работу, а у меня коллега, у нас окулист, врач, она занимается блефаропластикой, ну, у нее глаз как бы, да, вот в этой области, да, и она такая меня увидела в коридоре, так схватила меня, говорит, ты, Надя, где была? На какие процедуры ходила? Думала, может, я на какие-то уколы ходила или же массаж ходила, что-то. Говорит, ты так изменилась, у тебя лицо какое-то светлое стало, вообще глаза открылись. Что такое произошло? То есть ты мне расскажи, где была там. Но я, естественно, ей рассказала про продукт, а она даже вообще не поверила. Но она тут же захотела его попробовать. И я потихоньку стала очень много результатов получать. У меня единственное обострение у меня было в этом же месяце, в течение первого месяца, геморрой у меня обострился. И в тот день, когда я вот вышла после 2-недельного больничного, ладно, я еще много читала, что бывает обострение. Я вообще, если некоторые расстраиваются, то я вообще радовалась, потому что Да,
геморрой у меня проблема тоже была. Вот такие шишения у меня так выскочили вообще. Я знала, что нужно 3 дня потерпеть. 3 дня потерпела, но правда у меня там, ну, многие, ладно, в эфир скажу, многие это знакомы с этим геморроем, да, и она меня как бы закровила, как бы вот это все. Но там же, получается, такие же расширенные вены, получается, да, Мгм. и копление вот этой крови, и, получается, обострилось, и меня, в общем, закровило, все, потом все быстренько начало подтягиваться, и такое ощущение было, как будто вот так все прям вот так тянет. Вообще М, интересно, да? Без никаких всяких свечей, без ничего, вот такие результаты. Потом в течение полгода у меня было такое, как это, очищение бронхов у меня было. Где-то между мгм, ними, где-то 3–3,5 месяца. У нас многие партнеры тоже, как бы, когда начинали употреблять продукты, мы, когда в Улан-Удэ собирались на презентации где-то в этом конференц-зале, все это у нас все равно замечали что-то там в зале кто-то кашляет, мгм, да, когда были, мгм, да, и у меня тоже было вот это очищение бронхов, мгм, кашель. Это многие подтвердят, что действительно у многих очищались бронхи. Гайморовые пазухи у меня 2 раза очищались, хотя у меня никогда я гайморитом не болела. Вот многим м, знакомым, тоже, что как будто типа вот лизунчики-то, как будто вот так раз что-то подступает, и раз так вытечет, да, вот такие. мгм. Вот интересно же. Это дает очищение нашего организма, питание нашего организма, да. Еще что хочу сказать. Еще до этого, перед употреблением, как раз вот за месяц у меня вообще остеохондроз шейный меня мучил как бы многие-многие года. И тут вообще был самый-самый такой предел. Я вообще даже это э, я так сижу на приеме с врачом-неврологом, ну, когда пациенты жалуются, там, на остеохондроз, там, и голова болит, шея болит, куда-то в руку отдает, Мгм. поднять. Мгм. Там. Я вот на Да. себе ощутила, когда я ложилась спать, вообще куда-то вот так улетала. Мне приходилось несколько раз садиться, ложиться, как немножко вот так. И утром вставала, так по стеночкам ходила. Я думаю, вообще, уже не знаю, что уже. Остеохондроз шейный не беспокоит сейчас, головных болей нет, стала стрессоустойчивая. Так, в течение 80 месяцев ушел вес минус 10 килограммов. Он у меня как бы сейчас стабильный, иногда бывает, сейчас где-то кило, наверное, набрало, правда. Но как бы объемы все те же остались. Я вот чувствую, Мгм. что у меня именно мышечная масса растет. Видимо, что еще с употреблением добавили хайдрет, я уже не помню. А ты, Яра, помнишь, сколько мы уже его пьем? Сколько она у нас уже в магазине? Месяца 5–6, наверное, да? Примерно Я, так. да, 5-5. я, Где-то полгода нету. да, вот с этим Мгм. продуктом я тоже чувствую, что у меня кость укрепляется. Если у меня, допустим, вот эти придатки, как бы это, ногти же придатки наши, Мгм. ногти у меня все укрепились, вообще сейчас вообще так рада. Иногда бывает, что вот так что-нибудь задену, думаю, ай, больно же, да? Всю жизнь у меня были. Раньше не Но было такого. да, и это чувствую, что вот мышечная масса растет, что вот это кости укрепляет. Да вообще снаружи все подтягивается, снутри все подтягивается, охота двигаться, целый день энергии хватает. Я вот летом у нас в этом Тункинском национальном парке есть такая гора у нас там, да, Пик Любви называется. Мгм. Мгм. Действительно, вот верхушка, она вот такая пиковая, да, и она на высоте 2000, так, 2100, что ли, ну, сантиметров, в общем, если идти, то 8 километров. И я в прошлом году, в 2019 году, получается, э, я поднялась,
на этот пик любви, представляете? Мы почему-то, я поехала с сестрой, с племянницей, надо было с утра пораньше выйти, 7 часов, как бы там мы жили, да, в гостевом доме. А мы вышли в самую жару, 10 часов, и вообще шли с этим рюкзаком, там по 2-3 литра воды, там немножко питания, представляете? И я вообще потом, когда поднялась, у меня такое прям состояние было победителя, прям думаю, э, что я дошла, что Воспитала, я... видела. Ага. Здорово было. Здорово, такое ощущение было. И там, когда находиться на этом пике, прямо это, там места очень мало, как бы скалистое место. Среди молодежи я такая одна, вроде, ну, в таком возрасте, таком, я прям вообще, такой драйв у меня был. Э, За что хочется сказать, вот так, в 2018 году дочь с зятем сделали подарок, взяли нас с собой в Таиланд. Многие говорили, как ты там после онкологии, как ты пойдешь, да там жара такая, поедешь. Ну, я, конечно, продукты с собой взяла, я вообще уже чувствовала себя защищенной, и жару перенесла, и перелеты, вот в чартерном рейсе, кто летал, там узкие места, все это сидит, там это 7 часов полета, все нормально. Если раньше я ездила в Монголию на автобусе, ну, там, получается, у нас там часов 10-11 пути дороги, да, если оттуда выходила с автобуса вот с такими ногами-колотышками, когда сидишь, видишь, что все, ноги отекали, а потом дня 4-5, там, я в Монголии, когда ездил, там, пока это спадет, все, потом обратно едешь, обратно опять же все то же самое. А тут, получается, вообще никаких отеков. Многие замечают, что стали перелеты хорошо переносить. Особенно отекают же ноги, да? И сами перелеты, и адаптация лучше. Так, еще много чего хочется сказать, я уже забыла. Еще употребляла продукт детское питание, днем как бы пекут. Но сейчас у меня осталось всего одно саше, так как я все свои запасы, все, которые по акции заказывала, все отправила внутрь, потому что я переживаю, конечно, при нашей такой обстановке. В общем, все внучки, думаю, ладно, мне такие продукты. Потом Rejuvenate, тоже, конечно, я его это применяю. Что хочу сказать, очень у меня самые первые результаты, которые мне понравились по верхним векам. Да, я каждое утро, ну, я каждый день же работаю, и, естественно, работаю как женщина, все должна выглядеть нормально, да, пользуешься кисточками разными для тени наводить. Я заметила, что вот краситься, наводить макияж вообще стало куда легче. Вот стрелочки наводить, если раньше так раз пунктириками как-то неровно, да, сейчас более-менее как быстрее начала краситься, и ровно наноситься стало все это. Кожа такая уплотнилась, подтянулась, и вот этого нету, вот это свисание, да. И сейчас как бы целый день я в маске была, но сейчас под маской все равно немножко гипоксии есть, да, немножко одутловатость есть, а с утра такое личико хорошее, и это все равно чувствуется, что вот у нас вообще, кто употребляет продукты, вообще все эти, заметили, все какие-то метисоватые стали, да? Все замечают, что глазки открывают, Ну да. все утончается, все вот прямо вот такие тонкие черты лица становятся. Если раньше все такие тяжелые, грузные, так смотришь на людей, уже замечаешь, да, кто не употребляет, думаешь, ой, у них прямо все так, да. У нас у всех утончается, все как-то лифтинг. Вот эти бриллики у меня вообще ушли сейчас вот так сильно спотиться, ну так невозможно. Здорово. Все подтянулось, все даже
Вот я специально такую одела сегодня, блузочку, так, девочку показать. Надежда, вы даже коробочку, да, применяете коробочку, не бросаете же. Я у вас видела в сторис, как вы это, шкатулочку, что ли, сделали для кисточек. А не, Вы не, так это не, видите? не у меня, наверное, спутала. Ай, Не, у да? меня, это, ну, наши девчонки вылаживали это. Мгм. А я вот в этом флаконе у меня сейчас в ванной комнате есть, у меня Ну, умывалка вот я такая, там была. Ага. умывалка у меня такая, пента для умывания у меня заканчивалась так немножко. Я, чтобы каждый раз его не выжимать все, я Мгм. вот это, освободившийся флакон сюда перевела, и сейчас так экономно вообще. Да, да. И Мгм. потом это, крем для рук, сейчас у меня такой жиденький есть, тоже, ну, легонький, я тоже хочу перелить, чтобы так было удобно, не все время не откручивать, а раз нажала, все, Мгм. как бы на рабочем столе, на работе сделать. Мы же сейчас часто сейчас пользуемся вот этими разными Мгм. дезинфектантами целый день на работе и очень сушит кожу, конечно, всякие спиртовые растворы, и постоянно приходится тоже кремами пользоваться, поэтому надо точно перелить и раз чаще. Мгм. Так, С какие Андреем вам- пишет, мне тоже говорят, что похоже, что блефаропластику сделала. Да, Они с Андреем пишет, да. такие взгляды такие, да, уже становятся, глаза открытые такие, да, Мгм. блеск в глазах. Сейчас покажу фотографию свою. Мгм. Вот я какая была, например, да, как мы меняемся. Вот люди же смотрят на нас после и не верят, да, что мы рассказываем. Я вот такая была, например. Ужас же. Ужас. Вообще. Это надо иметь такое мышление, да, страшно бедное. Себя довести до такого состояния. Вообще кошмар. Когда я начинала, да, в Якутии, конечно, не было таких результатов. Ну, если бы были, но я не знала же. Я через Саилму Баяндуеву вступила в эту компанию и сразу отправила тебя. Ну, как результат, да? Я Мгм. так это даже не поверила. Такого не бывает, не может быть после онкологии. Вообще здорово у вас. Ну, ваш результат помогает, да, вот людям. Я хочу сказать, что во время употребления вот этого продукта, да, у меня вообще не было ни одного провокационного такого момента, да. Люди боятся, ну, конечно, вот такие онкологические больные все там слушают уже врача, да, вот такие информации, что что-то где-то падает, все это. Ну, врачи же все говорят, они, если где-то кто-нибудь порекомендует, они обязательно спрашивают у своего врача, да. Они, естественно, говорят, что не надо там провокации будет, там питание это, этих же раковых клеток, там э, ну, если врач не разобрался, естественно, скажет, не будет нести такую ответственность. Мгм. Я хочу сказать, что вот наш продукт, это вот в нашем элевейте, что мне нравится, тут есть онкопротекторы, да, такие мощные, как кардицепс, чага, вот в ночном питании ацелерейт, мелатонин, между прочим, тоже является онкопротектором в составе. Корень одуванчика рекомендуют при всяких разных опухолевых заболеваниях. Да. И здесь есть гуминовая кислота, которая вот так мягко обволакивает раковые клетки. У всех же есть раковые клетки, Мгм. э, Мгм. просто они в таком спящем режиме, может быть. Вот они мягко обволакивают, высушивают. Ну, вообще классно. И поэтому я, когда употребляю, и я чувствую вот 24 часа защищенной, и я уверена, что у меня не будет никаких вот этих м, обострений каких-нибудь, еще там часто бывают случаи, когда вот
женщина с одной груди попадает, и через несколько лет, вот, даже через 10 лет приходит уже со второй грудью. Также вот у меня в палате, когда я лежала на операции, у нас в палате был случай, в соседней палате были случаи, в нашей палате через 9 лет пришла, тоже она медсестра, и тоже у нее подтвердилась онкология. В соседней палате через 10 лет пришла со второй грудью. И поэтому, конечно, ну, я, конечно, благодарна очень своим врачам, которые меня лечили. Я еще раз хочу сказать, что лечит болезни врач, но излечивает природа. Они, конечно, все сделали, чтобы вот так как излечить, чтобы вот это именно рак победить, вот это клетки убить. А последствия потом-то остаются. Это очень агрессивная терапия. Я просто сейчас хочу немножко рассказать, что такое химиотерапия. Это получается, когда внутривенно-капельно вводят лекарство, это лекарство как бы является ядом. И как бы он... Нету такого сейчас избирательного такого лекарства, чтобы именно вот так, допустим, в кровь влить, а она туда поступила именно туда, где есть очаг, это какой-нибудь, да, вот раковые клетки, именно чтобы их, ну, как бы убивать или подавлять, она получает по всему организму, на все органы, на все ткани одинаково все эффект получается. И потом, ну, представляете, это как отравление. Я вот сейчас не могу так спокойно, как вспоминать вот это, да, когда идешь каждый раз на химиотерапию, вот, на эту капельницу, и каждый раз идешь, и это такое ощущение, как будто идешь точно как на смерть идешь, потому что уже знаешь, с каждым разом все тяжелее, тяжелее, все это переносится. А сейчас я прямо так радуюсь, кто вот сейчас услышал информацию, кто употребляет, кто сейчас в настоящее время на химиотерапии, да, вот они, когда употребляют наши продукты, Elevate и Accelerate, хотя по-разному рекомендуют, Accelerate можно не пропускать, а Elevate как бы за день до химиотерапии и через 5 дней после химиотерапии употреблять, да. Вот некоторые даже ни одного дня не пропускают, они куда легче переносят вот эту химиотерапию. Я вот сейчас забыла отзыв, у нас очень хорошая была женщина, которая была на химиотерапии, вот она первые курсы, 3, по-моему, курса, она все прошла вместе с нашими продуктами. Но на следующий курс у нее так получилось, что она осталась без продукта, да, и когда следующая химиотерапия она перенесла, и потом вот она вот тогда почувствовала вот этот эффект вот этого химиотерапии. Она вообще большая такая разница. Я вообще радуюсь, кто вот сейчас именно вот эти продукты помогают вот таким больным все вот это перенести. Ну, мы же не говорим, что всем вот помогает, да, 100%, но качество жизни же меняется. Качество жизни, да. Да, вот у меня многие тоже советуются, вот когда я узнаю свой диагноз, вот так, ну, звонят или так при встрече спрашивают, вот что мне делать, вот мне вот назначено такое лечение, то-то, все-то, я не хочу, я так надеюсь на наше клеточное питание. Ну, мне тоже тяжело, конечно, но я говорю, вы знаете, говорю, это продукты для профилактики. Если уже диагноз поставлен, это все в организме, этим продуктами это просто вы улучшите качество жизни, и вот эти все этапы пройдете, куда легче пройдете, и будете быстрее восстанавливаться. Но вам нужно вот это все пройти. Лечение нужно пройти.
Ну, с нашей академией, конечно, вот, всех, а, кто вот такие больные, кто будет если заходить, особенно на тренинги Андрея Артуровича, будут переносить легче куда-то. Мгм. Мгм. Да. А как насчет Академии «Успех вместе»? Что вас привлекает? Вообще, я вначале, ну, мы как все, ты тоже, Мгм. наверное, пришла на Да, да. продукт, все пришли на продукт, а потом что-то там узнаем, какая-то академия есть, для чего она нужна, не понимали, вроде бы в чате столько информации, думаю, что все понимаем, вроде продукт там изучаем. На самом деле э, основное, да, вот эта учеба-то академии, и вот благодаря, допустим, наши менеджеры, вот про этот продукт узнали тоже благодаря академии. Мы потом, когда уже начали ходить в академию, мы еще больше про этот продукт узнали, не только про продукт узнали, мы сами понимали, что нужно делать зарядку, допустим, ну, все мы же знаем, что утром зарядку надо делать туда-сюда. Мы так Мгм. не вникали, для чего, почему, а нас в академии обучают, для чего Мгм. эту зарядку нужно делать. И мы благодаря академии научились быть системными, да, Мгм. и поэтому мы, получается, что начали каждый день делать зарядку, не пропускаем. Вы сколько делаете зарядку? Сколько времени? Ну, год, наверное, делаю. Сначала, Мгм. конечно, не понимала вообще для чего. Вообще Мгм. пропускала, ну, игнорировала, как все. Но Мгм. потом, ага, я же слушала академию через YouTube сначала, да? Мгм. А, себя в карман, где теплица, там в огороде, там копаешь и слушаешь. Слушаешь, да. Потом только дошло, попробовала, и мне понравилось. Мгм. 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 И сейчас делаю 60 отжиманий. Сначала О, только 3. Вот что да. системность делает, да, с нами. Да. Я, кстати, Вы тоже это каждый день делаете, я смотрю. Ага. еще хочу рассказать, вот, вот у нас зрители, может быть, у кого не знакомы, то есть вот с такой проблемой, как у меня, как после, допустим, удаления такого органа, и это. В мае будет 2 года, как я зарядку делаю, но сначала я не отжималась, потому что у меня тогда в то время был лимфостаз, так как у меня здесь нет лимфоузлов, и М, мне еще в течение 5 месяцев от начала применения наших продуктов у меня еще был лимфостаз, еще был как бы разные руки м, были, да, вот это как бы, вот это отекшее, здесь м, нельзя давление мерить, здесь нельзя кровь брать, здесь из вены м, ничего нельзя делать, вообще вот эту руку ничего не делать, тяжесть не поднимать, ничего не делать. Я вначале даже вот так на этот на талию руки не могла поставить, потому что у меня была все контрактура такая, да, и я начала, когда потихоньку зарядку делать, потом начала руки на талии ставить, потихонечку уже до конца руки поднимать. Мгм. И после того, как начал у меня этот лимфостаз уходить, я вот к осени, где-то месяца через 6-7 начала сначала стойку делать, мгм. стойка Плавно. лежа, Мгм, да, планку делать. мгм, мгм, Потихонечку начала планку делать и начала уже потихонечку отжиматься. Прибавляла, естественно, смотрела за своей рукой, тоже мгм, боялась, да, там все равно же мгм, там вдруг, не дай бог, там что-нибудь сосуд, там что-нибудь, да. А мгм. сейчас я тоже, так, 60 раз, 61 почему-то у меня так. Я утром делаю так, не раз, два, три, четыре, а так от 1 до 20 считаю, потом опять от 1 до 20, от 1 до 20, и еще один раз, 61 раз отжимаюсь.
Вот так. Больше меня делаешь. И я видела, что ты вот по лестнице добегаешь. Зимой бегала. По лестнице бегала, да, до тех пор, пока не ввели карантин, естественно, потому что, Мгм. ну, с этой обстановкой я тоже, конечно, Мгм. мало ли кто-нибудь, наши жильцы пройдутся, Мгм. чихнут там круто, а когда бегаешь, там дыхалка уже все Мгм. работает, и ты вдохнешь, ну, с целью безопасности вот такой. Но зато я увеличила нагрузки дома. Мгм. Вот. Приседания это сейчас так э, где-то 70 точно делаю, 70-80 приседаний делаю. Здорово вообще. А кто скажет, что у вас такие проблемы были когда-то? Вообще никто не поверит. Мгм. В академии мы еще научились воду пить, хотя Мгм. знали, что надо воду пить, они делали. Вот то, чего знали, не делали в академии, все научились делать, да? Мгм. Казалось бы, очень просто. Да надо воду пить и двигаться. Надо было. Да. А тут не делали. И питаться правильно, и мыслить Мгм. правильно. С утра Мгм. благодарить, с утра вставать с хорошим настроением, благодарить за то, что мы проснулись, за то, что солнце светит, за то, что живые родители, дети, все благодарю. За то, что жизнь прекрасна, с утра настрой и на весь день. Да. Спасибо, Надежда. Очень хорошо рассказываете. Отличные результаты. И с нами вот сидят, да, наши наставники, Николай Турышев, Алиса Андреевна, сидят, Светлана Большакова. Мы вам благодарим за Да, обучение, за систему, за академию, за мотивацию, да. да, Э, благодарю. Ну, я всегда говорю, что мы круто попали на Академию «Успех» вместе. Круто мы попали. Сейчас такое время, да, что онлайн-бизнес очень, ну, актуальный, да, впереди планеты всей, да, и тема здоровья. Здорово Мгм. вообще. Я бы Приглашайте меня. Я вообще бы никогда не подумала, что я буду какой-то на прямой эфир выходить, что у меня будут соцсети. У меня Да. когда-то были одноклассники заведены, а потом заброшены. Не было никаких соцсетей, не знала, как кнопки давить. Да вообще потом телефон у меня, можно сказать, был почти кнопочный, можно сказать. Ладно, хоть дети у меня такие говорят: мама, учись. Сейчас вот сын мне подарил свой планшет, э, М, ну, буду на нем учиться. Сейчас в академии смотрю на планшете. Сегодня вот недавно сейчас Николай Турышев вел, классно мгм. посмотрела. Я Мгм. тоже. Вообще хочется всему что-то каждый день обучаться, что-то новое узнавать. И вообще-то Мгм. жизнь нет, не скучать же, да? Времени И не хватает, да? Времени не хватает за все. Все хочется узнать, услышать, да, что-то там делать, да, посты выставлять и так далее. Все времени не хватает. А люди говорят, что карантин, когда кончится, тоска, да, скучно, да, нечего делать, а нам времени не хватает. ну, давай не говорите. Может, у Спасибо кого большое. вопросы, может, у Мгм. каких-то участников эфира? Мгм. Ну, если есть вопросы, можете писать в директ, найти вот Надежду Будаева. Надежда Будаева, Яра Жиркова меня зовут. Вы можете зайти в директ и спросить. У нас есть группы и в академию. В профиле у нас есть ссылка на академию. Можете там посмотреть на онлайн-презентации, заходить, что за продукты, что за академия, что за бизнес. Подробно там все расскажут наши лидеры, наши наставники. Вот, спасибо. Очень приятно было. Спасибо, что пригласили. Хорошо. М.
будем... Я каждый день выхожу в эфир. Мгм. Ну, по разным темам, по бизнесу, по здоровью, по продуктам, про жизнь тоже. Мне очень понравилось вести вот эфиры. И я вот снимаю свой барьер русский насчет русского языка. Ай. Да, вообще не ощущается. Ты чё, вообще ничего не ощущается. Учимся, развиваемся. Мгм. Ну, Всем спасибо за комментарии. Мгм. вообще жизнь меняется с академией, вообще круто жизнь меняется. И такое, я вообще только в академии научилась вот быть благодарной. Действительно, я Мгм. хотя человек, ну, добрый, позитивный, но все равно я вот понимаю, вот какие-то трудности у меня в жизни были, что вот я сейчас уже по-другому все оцениваю. Вот как там, нам говорит наставник, не важно, что происходит, да важно, как ты на него реагируешь даже. И я сейчас Мгм. вообще по-другому совсем реагирую. Э, Ну, более спокойно, более как-то, я не знаю. И вот когда я начала благодарить, да, искренне, иногда бывает, что с утра встаешь, так благодаришь Вселенную, да, даже бывают такие чувства, что уже, ну, такие слезы как-то Мгм. выступают, видимо, ну, что изнутри, вот когда начала, и действительно вот так все начало, да, по мелочам, где-то по крупному, все как-то вот так идти навстречу, и все думаешь, Да. удивляешься, надо же, ой, ничего себе, так, вроде что-то так и задумал, да, и раз на тебе, потому что ты там что-то подумал тебе, и вот пришло, думаешь, ой, ничего себе, вот такие прям вообще. М. Я тоже себе начинаю вот это ощущать. Очень интересно вообще. Да, Как волшебство же. Да. да. Вот по Ага. Просто... мелочам, каждой мелочи что-нибудь, да, вот Мгм. радуешься. Мгм. И вот через Бог, как бы через людей, ну, все это посылает то, что хочешь. Мгм. Я очень рада, что я вообще да, сама как бы стеснительный человек, так в большой компании, даже вот так человек, допустим, 5, 6, 7, я как бы это, ну, я слушатель, Мгм. ну, как бы хороший слушатель. А здесь, получается, в нашей команде я вообще себя чувствую очень прекрасно, как-то более раскованно. Видимо, когда единомышленники все собираемся, все равно у нас остаются, как наставник говорит, какие, ну, такие люди злые, там, завистливые, Мгм. они рано или поздно от нас уходят, Мгм. а остаются все такие, ну, все На одной хорошие волне. люди. На одной волне, да, Мгм. приятно. Вот наш, как бы я чувствую, на работе, конечно, один коллектив, а тут наш коллектив, это самый лучший коллектив, наша команда. Да. Наш Здорово. Артурович всех объединяет. Мы Мгм. очень благодарны. Я вообще благодарю, что вот у нас, он в Россию, вот как бы да, завез, ну, дал информацию, что вот есть такой продукт, что вот можно восстановить здоровье, можно Мгм. профилактировать натуральные продукты, клеточное питание. Очень благодарна, что мы сегодня так радуемся, что у нас нет Мгм. никаких болей, что мы полны энергии, позитива, полны силы, голова свежая, и дальше развиваться. Очень классно. Живем при жизни. Да, жизнь при жизни. Вот я вначале тоже как бы читала все время, там хэштеги ставили, жизнь Мгм. при Мгм. жизни, да, вот это. Ну, как немножко не понимала, а Мгм. сейчас Нет. понимаю, что такое, да,
что сегодня мы живем сегодня радуемся. Я вот это поняла, когда попала на тренинг международный вот в Иркутске, что такое жить при жизни. Первый раз полностью. Мгм. Ну так потихонечку, потихонечку идем, развиваемся, живем при жизни. Да, конечно. М. Главное, нам Алиса нравится. Андреевна пишет, девочки, вы заставили меня плакать от счастья, я радуюсь. И я тоже. У меня вообще без слез не бывает, особенно по здоровью, когда эфир будет. Мне как-то это, Да, не конечно. знаю, волнуюсь, что ли, не знаю, переживаю. Ну, мы потому что радуемся каждому результату, радуемся. Мгм. Да. Это такое пережить, это вообще героизм. Знаю. Спасибо вам, Надежда, спасибо большое. Я думаю, очень много людей вас благодарят за то, что вещаете, не скрываете, вот так открыто говорите всем, Да. советуете. Мгм. Я понимаю, потому что вот я же как медик вижу все равно вот последствия вот этого лечения. Ну, как бы вот когда я последнее лечение проходила, лучевой терапии, когда меня больничный закрывал, мне заведующий лечил, он говорил, больничный мне такой выдает, говорит, я вас поздравляю с выздоровлением. Мгм. Ну, я такая, все стою такая, ну, думаю, ну ладно, курс закончен, наконец-то все думаю, а дальше-то что? Никакого М. такого же это нету, реабилитации нету, да. Ну ладно, 2 раза на аптеку отправляли, группу не дали, ну, думаю, слава богу, что группу не дали. Я теперь вообще смотрю, у кого группа есть инвалидности, да, они каждый год идут на подтверждение группы, и Мгм. я вижу, как они вот это за вот эти копейки, вот эти, которые пенсию, Мгм. допустим, дают, они как хватаются и, и, и не стремятся, они как бы вот улучшить качество жизни. Мгм. То есть И у вот, вас сейчас нету, да, инвалидности? нет, меня 2 раза отправляли, после операции я с хирургического отделения ездила, потом с лучевой терапией ездила, и 2 раза потом меня же там заведующие лечили как коллегу, то они говорили, как Мгм. группу не дали, как группу не дали. Я говорю, ну не дали, так Мгм. и дали. Говорит, а что тебе Мгм. деньги не дали? Главное здоровье. И Да. вы, да. Мгм. Спасибо большое. Всем спасибо за комментарии. Было здорово вообще. Туяна, от тебя прямо такой свет прям идет, такое тепло, прям, да, иди сюда, обнимемся. Иди сюда, обнимемся. Потому что свет у меня, вот секрет света, это у меня тут лампа А, специальная. да. Подарили мои родные на день рождения маме, блогерше. Теперь мама не это. Каждый день у меня эфир. Дети поддерживает? М? Дети поддерживает? Ага, Поддерживает. конечно. М. Да. Мои живут далеко, я так что М. тут М. я Ой, очень рада. Николай сидит. Николай сидит. Всем спасибо за внимание еще раз. Мы заканчиваем эфир. Уже час сидим. Все, время истекло. Всем Всем благодарим, пока. что были с нами. Пока. Всем Спасибо еще успехов, раз. здоровья всем. Все здесь.
Вот так. Без слез опять не обошлось. Всем спасибо еще раз, благодарю за внимание. С нами Казахстан, Улан-Удэ, Бурятия. До встречи, всем спасибо.